Тувановозем. Пирень. Секунда деп не безопасности события было. Чемоданах был. Пирень Чуваш Республики суверенитет Чинчень Калаган декларации ежемесячной. Когда юбилей Чуваш нации конгрессной юбилейный чирим жылчит. Еще юбилейные мероприятия земли узгорза. Эппер шагында баян хамаран Чуваш нации югмен панги Чуваш нации югмен умджатрам панги те проблемы за не те выдузия сюда мапуштар мала безерна. Ну, я персонально вот оргкомитет форматный бранжи, не умбалат ларшанга, чамбик государственный. Я персонально тема на панс чуть массен не был молод. Значит, ваш нации югами панги народу он лев лев. Вообще запанцы сам говорит. Паян сяк калашевын формате вот шалгасы дел. Эшлеп жерден чывашларда да вырысла. Езергелешсен. Паян ирин чагында болот, өмүрдөн күчлөсө, юнгиликс кетчек вада зейт калашмал. Анзапран когда калашта газасын, лахтарына булдырыптар, когда калашта газасын ланга целини деп тысмада малы тысмада булдырыптар. Ну, кунда эбир чималдан мадан калашыдан отыр, жагында чималдан чеп калашы өзенесине болуна болуптум. Чималдан инде берин азыр беледер. Берин ошама кырзагайны. Анжахрах Дмитрий Максимович, когда Дмитрий Максимович Николаевич, он палата жил, парламент не говорит. Вол, может пала, Димадес, Калашма вышла за сын колма палашта, Еврадия паламазас. Что этим паламаз? Он тема нации политики и стратегии, нации политики концепции инжень стратегияльле почтану ядабано. Ондан икеме же ептукса калажашын анда хакагында манын тема чуваш нации югемен политика права аспектсезем онун анчахрахы история баянгилар отурады тогда задачизем теп задачизем dedi. Ondan вишима же перин хона алы сектор полторазегел каладет, да? Он тимине пшамбек палаца оны болтом лысен ча пшамбек так ягатарак падым теспади чуваш челгин баянги унги чуваш общественничи социумрилары дегенде. Ну кайран варак шаксене биринчи сапдеде сене биринчи шаксын камар шагында буштарыны синдене шав калажы кара ергелиз махан активлы учун маселени болна болуптана. Мурахмен бирге ласпатсым ханчимовна. Ну, тюре хасабаттар адып халлеге бер яланах шаванбек мероприятиесине яланах резолюции беле. Чак итог документисинде иштеген чиги. Ну, пан мансуп пала шагында тума кирлимар бектулет межинжесин пан ебір она тума пан юбилейный мероприятие кундырмышак шагында хар İçeride ikize sütsi amallar ve kancak yönetmecisisin.
Хайрапа, ежеде паян ебір параган темасы витесі болзасын, шау планка, ебір цапараган шағында паян шақ коллективті цапараган планка тимістері болзан, ебір қадақ тебірі пұштарыңыза тен шау итог документізен ешін малды форматына форматне шыған пұштарына бұны болды. Ну, онда мүлдесінде болады. Бір әрзегет, бір ұзымақан мүлдесі бар. Сөмшенбек демелер. Денде онат бір әрзегет, ішлет бір де 11 минуткан сөмбек емелер ақсымақан денбек онда. Кам таймер кам бұнда, оты цыдырған деген болады. Ол жарес, айкам. Мана шақа цыдырған деген болады. Видеокамера. Видеокамера. Челендук таскилме таймер. Бір әрзегет іштеп, бірсәбек оқыйды ерекілі формат бұлысында болны болды, ұзымақан қағында. Урок мы переделать как смарт-мер. Ну, как? Николай Дмитрий Максимович, Ердучи, Чуваш автономия Екатеринбурга. Тема Николая Юрьевича Кучермала оригинал стратегии концепции Герман на языке оригинала Чапман Владислав. Появление стратегии развития национальной политики Российской Федерации как-то случайно совпало с празднованием 20-летия создания Конгресса Чувашского национального. Ну и мы можем смело сказать, что это обсуждение мы проводим в рамках юбилейных мероприятий. Я думаю, что юбилей – это не только повод для подведения итогов, но и для того, чтобы отметить цели дальнейшего движения. Цели Чувашского национального конгресса и темы нашего круглого стола, строго говоря, совпадают, никто не найдет каких-то серьезных принципиальных различий. Почему я остановился на обсуждении стратегии в сопоставлении с концепцией национальной политики? Ну, думаю, любой человек, занимающийся наукой, согласится, что любое явление необходимо изучать в развитии, в динамике. Хотя сам документ, стратегия, создает впечатление такое, что авторы работают в безвоздушном пространстве. Такое впечатление, что они как-то так начинают с нуля. Но я думаю, что будет правильно, если мы посмотрим, как развивались идеи развития национальной политики Российской Федерации, начиная с первого документа фундаментального, концепции национальной политики 1996 года, и как это движение теоретической мысли ведущих экспертов в области межнациональных отношений реализовалось в настоящем документе, в стратегии национального развития. Сам по себе документ стратегии национальной политики, строго говоря, на мой взгляд, состоит из двух блоков. Блок первый – это проблематика межнациональных отношений коренных народов России. И второй блок – все, что связано с миграционными процессами, которые приобрели достаточно значимый характер для российского общества в последние десятилетия. Для наших целей, целей нашего сегодняшнего обсуждения, все, что связано с миграционными процессами, мало интересно. И мы сосредоточим внимание, в частности, я в своем выступлении, на проблематике, связанной с межнациональными отношениями коренных народов России, в том числе чувашского народа, являющихся одним из строителей российской государственности, создания русской культуры. Мы все знаем, что вклад чувашского народа, так же как вклад татарского, башкирского, удмуртского, марийского, все перечислять не буду, значим, весом. И будущее нашего народа и народов, остальных коренных народов России, нас, в первую очередь чувашей, конечно, чрезвычайно волнует. Каким же образом авторы стратегии это будущее представляют?
в данном документе, обозначен он претенциозно, стратегия. Любой, кто занимается анализом таких документов, я думаю, даже любой, кто занимается созданием проекта, бизнес какого-либо проекта, обозначает в миссии конечные цели. Так вот, конечных целей в этом документе, стратегии, на самом деле практически нет. Последний раздел документа, этап реализации стратегии, это всего несколько фраз. Расписано, что будет в 2015 году, какие результаты достигнуты, какие результаты будут достигнуты в 2018 году и в 2026. Ну, вообще говоря, мы, видимо, должны будем сами из текста вылавливать какие-то крупицы и конструировать то, что на самом деле хотели увидеть образ этого будущего автора документа. Разделы этого документа стратегии также, они в общем совпадают приблизительно с подходом авторов концепции, состоят из следующих вещей: описание современного положения межнациональных отношений, затем цели и задачи стратегии, механизмы ее реализации, ну, завершающий этап результата, как я вам уже сказал, весьма смутно представлены. Ну, я думаю, что если мы посмотрим внимательно, каковы же цели ставятся в стратегии, посмотрим, каковы задачи, то мы легко можем реконструировать мысль автора и представить, каким же они все же будут видеть будущее межнациональных отношений в России и, в частности, каким представляется будущее коренных народов России, в частности, нашего народа чувашского. Я прошу вас обратить внимание на сравнительный анализ, в первую очередь, целей. В концепции 1996 года первой целью было обеспечение условий для социального, национально-культурного развития народов России. Второй целью было обозначено упрочение общероссийской гражданственности, единства общероссийского народа на основе прав и свобод личности. Каковы же цели спустя 16 лет? Спустя 16 лет, каковы же цели в стратегии? На первый взгляд они идентичны. Также говорится о сохранении этнокультурного многообразия народов России, о гармонизации межнациональных отношений, об упрочении гражданского единства народов Российской Федерации. Но если посмотреть акценты, то очевидно, что акценты явно смещены. Если в концепции речь в первую очередь шла об создании условий развития народов России и подчеркивала, что это в первую очередь на основе прав и свобод личности человека, то в стратегии мы видим, на первое место выдвигается цель упрочения гражданского единства народов России. То есть сохранение существующего положения вещей выносится на первый план. Дальше, если заходит речь о межнациональных отношениях, то здесь больше консервативный подход. Упрочение, так сказать, существующих, сохранение этнокультурного многообразия. Как видите, термин развития исчезает. И дальше гармонизация межнациональных отношений. То есть, опять же, дорабатывание и детализация существующего положения, как будто бы оно всех нас устраивает, оно на сегодняшний день идеально. Этого не так. Ну и последнее, вводится дополнительная цель, которой не было в концепции. Это обеспечение адаптации, интеграции мигрантов в российское сообщество. Но, как мы с вами договорились, нас это пока не интересует в теме сегодняшнего обсуждения. Хотя, конечно, это важные вопросы, строго говоря, они также волнуют каждого гражданина России. Мы их уберем в сторону для чистоты анализа. Таким образом, мы можем заключить, что в
В сравнении концепции и стратегии мы наблюдаем изменение приоритетов. Это важно. Дальше, в концепции, когда вслед за перечислением основных целей осуществляется формулирование задач по реализации этих целей, на первый план формулируется развитие федеративных отношений в России как самая основная цель, основная задача для достижения создания условий развития национально-культурного многообразия народов России, социального и национально-культурного развития каждого народа. В стратегии все, что связано с развитием федеративных отношений, практически исчезает. Сводится довольно банальной формулировке о том, что федеративные отношения рассматриваются как способ по-новому формировать территориальное образование в целях промышленного развития различных регионов. И я так полагаю, под этой формулировкой скрывается намерение перекраивать существующие границы национальных республик, регионов. Это несколько напоминает грандиозные планы перевода рек северных на другие, то есть переустройство территории страны в угоду каким-то странным, непонятным, грандиозным, прожектерским начинаниям. Я думаю, вот этот вот подход, он как-то здесь проглядывает, но уже к более чувствительной материи, не только в природе, но и в человеческом материале. И этот тренд чрезвычайно настораживает. Я думаю, что наше внимание должно быть крайне чувствительным к этой теме. Ибо здесь и таится опасность того, что, невзирая на существующие, скажем, реалии, на какие-то сложившиеся формы взаимоотношений республик, народов, какой-то странной волей, все это может быть перечеркнуто. И по большой части мы уже начинаем замечать движение в этом направлении. Обратите внимание, статус республик начинает потихоньку понижаться. Из должностных, так сказать, уровней изымается понятие президента, заменяется понятием глава администрации. Более того, на днях глава администрации, бывший президент Башкортостана Хакимов, отправил правительство в отставку, и через средства массовой информации была донесена идея о том, что правительство будет уже формировать сам глава администрации. То есть мы уже здесь видим и понижение статуса, и уровня компетенции в плане разделения исполнительной власти. То есть фактически он уже не просто не президент, он уже и даже не глава правительства, а по сути дела премьер-министр, глава правительства. Вот эта тенденция, она заставляет более внимательно смотреть, а чем же является в этом случае стратегия как идеологический документ. На мой взгляд, стратегия как раз и выполняет роль идеологического оформления существующего, изменения, крутого поворота в направлении том, о котором, кстати, авторы концепции предупреждали, что задача развития национальной политики России заключается не в губернизации
субъектов федерации. А мы на самом деле фактически это видим. Происходит принижение статуса национальных республик со всеми вытекающими отсюда последствиями. В частности, все, что касается сохранения и развития языков. Мы все знаем об этой тревожной информации, которая прозвучала в такой неправительственной организации, как ЮНЕСКО, о том, что чувашский язык наряду с языками других коренных народов России попал в список исчезающих языков. Это просто уму непостижимо. Как так в нашу эпоху, в наше время, когда мы некоторые виды редких животных заносим в Красную книгу, прилагаем максимум усилий для их спасения, и в то же время целые языки исчезают. И ведь это не страшилки. В самом деле, за 70 лет прошедшей советской власти многие языки исчезли. Есть фамилия Зырянов, но нет народа Зырян, нет языка Зырян. Это один из финно-угорских народов. Наверное, многие видели фильм «Овсянки», где рассказывается о представителях народа Мэри. Великий народ. Некоторые лингвисты полагают, что обращение «миряне» идет от слова обращение к представителям народа Мэри. Хотя в русском языке это обычное обращение граждане, миряне. Так вот, та же самая ситуация. Сохранились 2-3 обычая, но языка нет. Есть только воспоминания о том, что такое народ был. И, конечно, зная, что такого рода прецеденты в истории нашего государства, нашей страны уже были, мы, естественно, всякого рода предупредительные, тревожные сигналы, которые звучат из различных уважаемых организаций, таких как ЮНЕСКО, воспринимаем очень серьезно. Что же мы видим в стратегии? Мы в стратегии видим лукавое заявление о том, что языки, национальные языки могут и должны сохраняться только в соответствии с потребностями, реальными потребностями населения. А что такое реальные потребности? Вы знаете, обычного школьника спроси, у тебя есть потребность изучать математику? Или ты можешь ее в соответствии с своей потребностью? Математику, русский язык, ну, как кажется. Вот такие условия поставлены, задача изучения национальных языков, конечно, приведет к тому, что они будут просто исчезать, отказываться от них. Язык, как любое культурное явление, требует бережного отношения и требует огромных финансовых вложений. Конечно, в первую очередь государственных. А здесь государственные поддержки, получается, обеспечивается только русский язык. Более того, для иммигрантов знание русского языка обязательно. Хотя на территории национальных республик государственным языком также являются языки этих республик. Почему иммигранты не обязаны изучать национальные языки в таком случае, если они равноправны в государственном языке? Но тема языка – это отдельная тема, я сейчас на ней не буду останавливаться. У нас, как я полагаю, будет еще к этому разворот, к этому разговору, к этой теме. Я просто хочу заключить свое сообщение на тему анализа развития идеи межнациональных отношений в России от концепции к современной стратегии, выводом в провокационном оглавлении этой темы «Тупик или развитие», мы на самом деле, к сожалению, должны признать, что авторы стратегии совершили крутой поворот от идей, заложенных в концепции,
И это действительно движение на самом деле к тупиковому положению. Оценка, может быть, кому-то покажется излишне жесткой, но давайте внимательно проанализируем и попытаемся найти, может быть, действительно, я ошибаюсь, здесь намечены широкие перспективы развития. Я это не увидел. И вообще у меня сложилось впечатление, что авторы стратегии, я приблизительно представляю, кто это. Практически даже те же люди, которые работали со временем над концепцией, я полагаю, известные всем вам люди, Тишков, Зорин, Абдулатипов, Журавский и так далее. Михайлов, здесь вот в справке по этой стратегии представлены телефоны и возможности для формулирования предложений. Но я думаю, что как бы много предложений не было сформулировано, отправлено автором стратегии, суть ее, скорее всего, останется той же самой. Это не означает, что мы должны впадать в пессимизм. Я могу на этот счет выразить следующий философский тезис. Подчас происходит в жизни общества следующее. Происходят какие-то грандиозные процессы, которые не всегда достаточно глубоко поддаются рефлексии, анализу, но тем не менее можно сказать с уверенностью, что даже отсутствие рефлексии позволяет нам приблизительно, интуитивно понять, что движение либо оно тупиковое, либо оно идет к каким-то довольно, скажем, понятным целям. Так вот, в качестве примера, вы помните, в эпоху развитого социализма и диссертации защищались, и формировались различного рода программы на основе развития идей социализма. Но всем уже, может быть, и непонятно было, но мы можем сказать, в этом движении уже было сейчас, оглядываясь назад, мы видели, что это все была бессмысленная суета, это движение было обречено на стагнацию и на тупик. То же самое вот сегодняшний подход, игнорирующий естественные, фундаментальные потребности всех народов России, в том числе чувашского, в развитии языка, в развитии культуры, в развитии государственности. Если они игнорируются, то это рано или поздно просто сойдет со сцены точно так же, как в свое время сошло со сцены наше движение к развитому социализму и так далее. Это не очевидно, но это обязательно произойдет. Поэтому нам нужно пребывать в твердой уверенности, что никакие концепции, никакие стратегии на самом деле не могут изменить реальное движение народов, реальное развитие культуры. В принципе, мы можем, конечно, одновременно и признать, что все же вот это вот историческое развитие, оно подчас носит довольно жестокий характер, и реально действительно какие-то народы исчезают, и какие-то языки исчезают. История дает массу примеров для этого. Но я уверен, что такого не произойдет с существующими коренными народами России. И порукой в том числе этому является то, что мы здесь обсуждаем, рассматриваем, анализируем. Мы создаем тот общественный резонанс, общественный настрой, который будет служить интеллектуальной почвой для того, чтобы процессы принимали ту форму и то направление, которое соответствует исторической перспективе.
Я думаю, что и авторы концепции, стратегии, прошу прощения, наверняка это понимают. Я не думаю, что перечисленные мною члены коллектива по созданию стратегии не знают о существовании таких документов, как рамочная конвенция о защите национальных меньшинств, либо Европейскую хартию о региональных языках меньшинств. Они все прекрасно знают и такой документ, как Декларация ООН о правах коренных народов и так далее. Можно перечислить и ряд других документов. Это люди осведомленные, образованные, но подчас знания и образование проституируется в угоду каким-то политическим целям. Сегодня мы видим, что стратегия не столько документ, который основан на существующем уровне понимания всей этой проблематики, существующей в Европе, во всем мире, и в том числе в нашей стране, сколько это документ, который должен дать идеологическое обоснование, обеспечение той реал-политик, которая на сегодняшний день существует в нашем государстве. Ну, еще раз, мы это понимаем. И наша задача не драматизировать ситуацию, а заниматься тем, чтобы ясно для себя и на основе анализа существующих документов, и на основе реальных процессов, которые протекают в обществе, увидеть то будущее, к которому мы идем. И попытаться способствовать всеми своими возможностями и силами, чтобы это движение было оптимизировано, чтобы оно менее драматично происходило, как иногда это бывает, как это было, например, в 1991 году. То есть наша задача смягчить и минимизировать потери на пути к развитию всех народов России, в том числе и нашего чувашского народа. Такие мои оценки, такие мои предположения относительно того, как происходит движение от концепции сегодняшней стратегии. И если вы считаете, что кто-то из присутствующих считает, что я что-то упустил или неправильно проинтерпретировал, неправильно оценил, я буду рад взаимному обмену. Унда уталды мало чем было нам, мне сначала идея интересная была за ней, пхам, замахан, у нас концепция не была такая, что алжан. Тау. Ну да, дешевле как кушак тема была, а так камен мне ведь малый город. Стратегия тени волны документ. Хожан духнул, штан мокильного. Юрий, 27 сентября 2012 года состоялось заседание рабочей группы по подготовке стратегии государственной национальной политики Российской Федерации, Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям. Ну, вы знаете, в 90-е годы существовало Министерство национальных отношений и развития федерализма. Так оно и сформулировано было. Начиная с 2000-х годов это министерство упразднено, но поскольку миграционные процессы в нашей стране приобрели достаточно драматичный характер, было принято решение создать советы при президенте. Это не административный орган, это в большей степени орган совещательный. И вот на заседании рабочей группы разработан проект стратегии, который был предложен для обсуждения в общественных и государственных организациях. В том числе этот проект обсуждался и в Екатеринбурге на заседании Ассоциации национальных культурных объединений Свердловской области. Спасибо. Так, что за состав этого совета? Я, конечно, далек от Состав совета при президенте да, Российской там Федерации. какие-то вот эти национальности входят? Да, конечно. В него входят руководители крупнейших диаспор. Ну, вот, например, мы знаем, существует Конгресс
Всемирный конгресс татар, существует федеральная национально-культурная автономия Чувашии России, существует ряд аналогичных организаций других народов. Также в этот совет входят представители конфессий, мусульман России, буддистов и так далее. Этот совет представляет различные народы России и различные конфессии. Его задача, как общественного органа, способствовать развитию и гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений. Ну, это нечто наподобие, я бы сказал, у нас есть такой совещательный орган, который занимается решением тех вопросов, где государственные структуры не в состоянии эффективно их решать. Это, как вам известно, общественная палата, такой орган существует. Это не государственный орган, это общественный орган. Примерно такого же стиля создан орган. И как эти документы они выходят оттуда? Это сначала вот эта вся эта палата, да, скажем, собирается. Совет. Совет. В этом совете создана рабочая группа. Вот от этой рабочей группы. И от этой рабочей группы, да. Понятно. Этот проект стратегии представлен сами для обсуждения конфессии общественности. Да. До конца октября проходит обсуждение, формулируются замечания, предложения, и затем авторы этого проекта на основе предложений, как это обычно бывает, обобщают их, если они сочтут нужным, что нечто соответствует идеологии стратегии, представляется, на их взгляд, конструктивно, они вероятно включат, но я уже выразил сомнение в том плане, что стратегия точно, что касается основных ее целей и принципов, не будет изменена, какие бы мы замечания и предложения не формулировали. Основное, что, на мой взгляд, отличает и концепцию, и стратегию, это то, что все, что связано с развитием федеративных отношений в нашем государстве, в нашем обществе, это не просто на второй план отходит, это, вообще говоря, элиминируется. То есть это создание, как бы сказать, такой единой России, крепкой и незыблемой. Можно так трактовать, можно в других терминах описывать, но для того, чтобы не быть голословным, я вам просто зачитаю, как в концепции 1996 года вслед за целями формулировалась задача по развитию федерализма. Это целый блок вопросов. В политической и государственной сфере формирование федерации, которая отвечала бы современным социально-экономическим и политическим реалиям и историческому опыту России, создание правовой базы для регулирования федеративных и национальных отношений, объединение усилий всех звеньев государственной системы и гражданского общества, политические и религиозные деятели для достижения межнационального согласия, принципа равноправия граждан различных национальностей, взаимопонимания между ними, обеспечение правовых, организационных и материальных условий, способствующих учету и удовлетворению национальных культурных интересов народа. Вот идет мощный блок перечисления с разных сторон. Все, что связано с развитием федеративных отношений. И что мы видим в стратегии, все, что касается блока развития федеративных отношений. Здесь также есть такой абзац с задачей государственной национальной политики в области развития федеративных отношений. Добиваться сбалансированного комплекс-системного развития субъектов Российской Федерации. Фраза, по сути дела, пустая. И, о чем я уже говорил, дальше. Продолжить практику формирования крупных территориально-промышленных районов Российской Федерации, апробируя в них новые формы территориального управления и оптимизация административно-территориального устройства России. Понятно, да?
Единственное, что какой-то небольшой, так сказать, кивок учитывает субъект Российской Федерации, образовавшийся в результате объединения, этнокультурный фактор, включая традиционные формы самоуправления и принятие программ поддержки культуры и родных языков, проживающих на территории России, во вновь созданных субъектах. То есть, если вновь созданные субъекты будут, ну что ж, учтем. Нижегородской области. Да, вот всего лишь, ну, вы понимаете, насколько отличается то, что было в концепции сформулировано, и то, что сейчас стратегия. Хотя, на мой взгляд, как раз стратегия – это документ, который должен был дальше и глубже формулировать задачи развития федеративных отношений, потому что другого будущего в России нет. Любой, кто будет мне доказывать, что в перспективе мы будем единым, как тут забавно сформулировали авторы, термин такой, многонародной российской нации, если мне кто-то это будет доказывать, я думаю, у него не найдется документа, доказательств и аргументов. Согласны с этим? В Конституции сказано многонациональный народ. Да. Ну, многонациональный народ Конституции, а здесь как бы совершенно с ног на голову. Да. Итмады были, и цебельмели. Когда журналистам было разом, что там профессия идет, это был Тарас. Ну, я не как журналист хочу выступить. По сути. Дмитрий Максимович, спасибо за ваше выступление. По сути, конечно, вы все верно сказали. У меня вот есть некоторые замечания, которые я хотел прояснить. Ну, во-первых, вы сказали, что, возможно, ваши оценки покажутся кому-то излишне жесткими, но мне, на мой взгляд, они мне показались даже излишне мягкими в некоторых местах. Потому что вы говорите о том, что сейчас развитие федеративных отношений может быть приостановлено, что тренд настораживает, что есть некая опасность, но, на мой взгляд, все это уже произошло. Да, потому что уже 10-15 лет, как по сути, свернут федерализм России, отменены выборы губернаторов, никакого реального федерализма уже нет. Поэтому региональные партии, они тоже находятся под запретом, поэтому, мне кажется, в этом отношении уже сложно говорить о том, что что-то настораживает. И нужно уже говорить о том, что им нужно делать. Что касается самой стратегии, то, опять же, вы правильно сказали, что по сути она уже не будет изменена, потому что, в принципе, когда принимаются такие документы, то общественность, она обычно не имеет доступа к тому, чтобы как-то изменять. И даже исходя из того, какие авторы вообще делали эту стратегию, тот же самый Тишков, он известный последовательный сторонник формирования единой российской нации. Хотя совершенно очевидно, что это не от Тишкова исходила вообще идея этой концепции, она гораздо более высоком уровне. Но будучи непосредственно идеологом, понятно, что он просто не понимает то, о чем мы сейчас говорим. Для него не имеет ценности какая-то самостоятельность малых народов, политическая, культурная самостоятельность и национальная самобытность, потому что он, сколько я его помню, он всегда говорит о том, что мы должны сформировать единую российскую нацию. Поэтому понятна мысль осудить эту стратегию, да, но сейчас просто стоит вопрос о том, насколько она важна сама по себе. И мне кажется, в этом отношении есть такой положительный момент. В чем он заключается, на мой взгляд? Заключается он в том, что, возможно, стратегия просто не будет иметь никакого значения. Потому что у нас часто принимаются некие документы, которые имеют чисто декларативный характер, но они не претворяются в жизнь. Это, если уж мы говорим так на политическом уровне, то я буду говорить на политическом уровне. Возьмем только хотя бы последние годы. Президент Медведев объявил курс на модернизацию. Где эта модернизация, мы знаем, да, что никакой модернизации мы не видим. Была стратегия 2020, был некий план Путина. Что это, в чем они состояли, к чему они привели, ничего мы этого не знаем. И, на мой взгляд, такие вещи, как та же стратегия, они часто пишутся только для того, чтобы быть написанными, но не для того, чтобы быть реализованными, потому что никто не знает, как их реализовывать. Я смотрел текст, и вы правильно сказали, что там не указаны цели, но, насколько я помню, там и меры-то особо тоже не указаны. Там нет целей и нет способов достижения этих отсутствующих целей там тоже нет. И в этом плане, несмотря на общий негативный для нас настрой этой стратегии, наша надежда на то, что она на самом деле реализована тоже не будет, как мне кажется.
Это как строгость законов российских. Да, именно. Ну, чисто в силу того, что на самом деле никому это особо и не нужно. Да? То есть никто этим особо заниматься и не будет, потому что у нас часто принимаются декларативные документы, а вот я совсем не уверен, что вообще эта стратегия будет где-то реализована, как обычно у нас и бывает. И, ну, опять же, вы сказали, что общественный резонанс нужно создавать, и что такие круглые столы, как наш с Фарукой. Но действительно, мне кажется, нужно просто строить самим свою стратегию и просто создавать альтернативные институты, потому что, мне кажется, неверный вообще тренд на обсуждение каких-то статей, которые спустились сверху, и мы можем только предлагать какие-то изменения, но мы сами уверены в том, что эти изменения не будут приняты. То есть нужно снизу предлагать инициативу и предлагать ресурсную базу для того, чтобы наши собственные стратегии были обеспечены. Я полностью согласен с тем, что этот документ, стратегия, конечно, не будет реализован в том виде, в котором он прописан, но все же должен вам заметить, что реальное влияние на существующую практику социальных отношений он все же окажет. Потому что эта стратегия, этот как документ, он сам себя и манифестирует как основа для принятия решений на муниципальном, региональном уровне, для исполнительной законодательной власти. Это идеологическое обеспечение. Поэтому мы не можем так легко отнестись к нему, что это совершенно незначимый документ. Он, к сожалению, значим, и занимаясь реальной работой по развитию культуры чувашского народа в Свердловской области. Извините. Я знаю, что такого рода документы реально влияют, чувствительно влияют на существование общественных организаций, таких как ЧВЦ, Национальная культурная автономия Свердловской области, так же, как и другие. Что касается вашего замечания относительно того, как мы должны действительно реагировать, ну, я согласен, как раз задача наша заключается в том, чтобы не просто, ну, скажем, с некоторым, может быть, не столько пренебрежением, но и с нисхождением, сколько с активным неприятием этого документа, как не нашего документа по сути, по содержанию, по форме, и вырабатывать собственные представления. Мы как бы ознакомились с этой стратегией, проанализировали ее, но наша основная задача, я с вами здесь полностью согласен, и вот я полагаю, так Николай Егорович в значительной степени об этом будет говорить, это формирование наших представлений о том, каково будущее чувашского народа, как он должен развиваться, какие формы наиболее оптимальны для него. И здесь, конечно, мы должны преодолеть завещание Яковлева, преодолеть не в том смысле отказаться от него, а преодолеть в том смысле, что пойти дальше. Когда Иван Яковлевич писал завещание чувашскому народу, он, я думаю, не воспринимал как актуальную и чрезвычайно важную задачу развития государственности чувашской нации. У нас огромный исторический опыт. Мы наследники Волжской Булгарии, одного из первых государств на евразийском пространстве. И эта генетическая память существует. И, конечно, мы ясно с вами понимаем, что сохранение культуры, сохранение идентичности чувашского народа без сохранения государства самостоятельного, высокотехнологичного, современного невозможно. Поэтому мы очень чувствительно реагируем, когда начинаются какие-то изменения в самой структуре государства. В частности, то, о чем мы говорили, понижение статуса первого лица государства. Для нас это чувствительный момент. Ну, а в любом случае мы должны в первую очередь, конечно, быть озабочены тем, что, как мы с Николаем Егоровичем это говорили, о том,
какой должна быть концепция развития чувашского народа. Как мы на теоретическом уровне должны это видеть и представлять. Это чрезвычайно важно, я согласен с вами. Тогда, Может быть, это вот как раз и естественный переход. тогда к теме. я хотел бы продолжить просто. Ну вот мы живем здесь, как бы каждый живет, и ежедневно мы, знаю, мы встречаемся ну, с неуважением, вот так сказать, друг к другу. Тут в данном случае получается такой нравственный аспект, что этот совет, который члены этого совета, они изначально, у них нет даже понятия этических отношений, нравственных отношений между людьми. Если бы они были между людьми нравственными, я думаю, они бы дошли до того момента, что нравственные отношения между нациями, уважение друг к другу, уважение прав нации и прав личности, это, наверное, вот это можно отметить, дать вот оценку такую, что лишено смысла нравственного смысла этот документ. Наверное, и так можно. Вот я так хотел бы сказать, что документ вообще лишен аспект, нравственного аспекта. Вообще лишен. Потому что это жить таким образом можно только, что называется, взять вилы и пойти резать друг друга. Я не согласен с такой оценкой. Какая-то этическая составляющая в стратегии есть. И она, вообще говоря, в некоторых моментах очевидна. Авторы документа чрезвычайно озабочены ростом экстремизма, ростом ксенофобии в российском обществе. Но я с вами согласен в одной части. То, что проблема иммигрантов, вот второй блок этого документа, он, по сути дела, вышел на первое, а мы, представители коренных народов, мы как внутренняя миграция, мы как бы также рассматриваемся как материал для адаптации, для интеграции русского общества в российский многонациональный народ. То есть вот вопросы развития федеративных отношений, развития национальных государств, это действительно отнесено на второй план. И вообще говоря, мне также странно вот это вот молчание русской интеллигенции, русского общества, то, что таким образом интересы соседних национальных республик, народов вот сейчас как-то так относятся на второй план и, может быть, приравниваются к проблемам мигрантов. Это, конечно, неправильно. Если русское просвещенное общество промолчит, вы знаете, предание принципов, идеалов, оно рано или поздно оборачивается и преданием собственной этичности, собственных принципов. То есть так, как ты поступишь по отношению к другому, рано или поздно произойдет с тобой. Спасибо. Мандр Бодр минут не заговорил. Тыл Маштар Зараб. Маштар.